Бюджет Казахстана недополучит в этом году около 4 миллиардов долларов. Цены в Нур-Султане уже выросли на 15%. Люди не могут зайти на государственные сайты и оформить заявку на финансовую помощь. Я сейчас попробую войти в личный кабинет. Сайт не работает. Еще один способ – это телеграм-бот Егов.кз, но он, к сожалению, тоже зависает. В Кыргызстане внесен на общественное обсуждение законопроект о референдуме. Он должен изменить государственный строй. Автор документа говорит о депутатской совести, а гражданское общество возмущено. Президент беспокоится о том, чтобы как приумножить, как бы усилить свои полномочия, как бы усилить свое влияние. Таджикистанские мигранты, которых силой выгнали из московского аэропорта, нашли приют. Но регистрацию продлить не могут, и теперь им грозит центр временного содержания. Государство должно задумываться, почему эти люди с билетами на руках неделями спали на холодном полу. Вы смотрите информационную программу «Настоящее время. Азия» в пражской студии телеканала я, Егор Максимов. Здравствуйте. Главным темам. Из-за коронавируса бюджет Казахстана в этом году недополучит почти 4 миллиарда долларов. Такой прогноз сделали сегодня власти страны. В первую очередь потери, связанные с снижением налоговых поступлений и с падением цен на нефть. Хватит ли государству средств, чтобы справиться с кризисом, с его последствиями? Узнаем у нашего корреспондента Ернур Дашжанов на прямой связи из Нур-Султана. Ернур, привет. Что говорят эксперты? Насколько хватит бюджета вообще при таких условиях? Привет, Егор. Если каких-то кардинальных перемен в экономике страны не будет, то протянем мы, как говорят эксперты, совсем недолго. Начну, пожалуй, с того, что из-за падения цен на нефть и пандемии коронавируса правительство сегодня фактически переверстало бюджет. Теперь чиновники ориентируются на $20 за баррель. Ранее эта цифра равнялась $55, то есть сокращение почти в 3 раза. Министерство финансов и экономики заявили, в стране на фоне низких цен теперь существенно снизятся объемы экспорта и импорта. Также гораздо меньше будут теперь добывать и черное золото. В связи с этим государственная казна не досчитается почти 4 миллиардов долларов, как говорилось ранее. Но чиновники уже нашли выход. По словам министра нацэкономики Руслана Даленова, потери, как обычно, будут компенсироваться за счет нацфонда. Оттуда возьмут вместо запланированных 5 миллиардов более 10 миллиардов долларов. Эти деньги нужны также для финансирования антикризисных мер, анонсированных ранее президентом страны. Но нацфонд не резиновый, насколько хватит его запаса, это тоже непонятно, но давайте послушаем, что говорит эксперт по этому поводу. Размер накопленных средств в нацфонде сейчас составляет 60 миллиардов долларов. Если взять все социальные расходы бюджета, то в нацфонде сейчас есть достаточно денег, чтобы 4 года выполнять вот эти все социальные обязательства. Поэтому здесь вопрос больше, насколько эффективно сможет государство распределять эти средства. Ернур, если доходы падают, если люди сидят без работы, что происходит с ценами на продукты сейчас? Егор, мы сегодня побывали на одном из крупных продуктовых рынков столицы. Так вот, мы заметили, что цены там заметно подскочили. К примеру, самые популярные товары – картофель, морковь и лук – подорожали на 10, где-то и 15%. Продавцы объясняют это тем, что последнюю партию они уже закупали по завышенной цене. Что еще нас удивило, это многие прилавки буквально опустели. Продавцы распродают попросту свой товар и разъезжаются по домам. Многие всерьез опасаются распространения коронавируса. Такими темпами в ближайшие недели, кажется, рынок и вовсе опустеет. И что делать рядовым гражданам в такой ситуации, тоже пока не ясно. Дальше предлагаю послушать, как реагируют на это все жители столицы. Я вот брала лоток яиц раньше за 1100 тенге, сейчас они стоят 1300. Кефир вот подорожал со 180 до 230 тенге. Почему все подорожало? Мы распродаем остатки, новую партию товаров решили не закупать. Дорого. Да и боимся вируса. Сейчас эти продукты продадим и дома будем сидеть. Спасибо большое. Ернур Дашжанов на прямой связи с Нур-Султаном.
В Казахстане сегодня должны были заработать сайты, на которых граждане могли оставить заявку на государственную помощь на время режима ЧП. Чиновники обещали, что это будет сделать очень просто. В частности, утверждалось, что людям не надо будет доказывать необходимость в деньгах, но сегодня многие казахстанцы столкнулись с проблемами. Шолпан Оразбекова расскажет, с какими именно. Помочь деньгами всем, кто испытывает финансовые трудности во время режима ЧП, поручил лично президент Касым-Жомарт Токаев. По его словам, получить господдержку должны даже те, кто ни разу не платил налоги, но тоже потерял заработок из-за карантина. Чиновники поручения выполнили. С сегодняшнего дня должны были заработать специальные ресурсы в интернете. На онлайн-брифинге министр труда даже озвучил порядок обращения, но отметил, что для начала необходимо разово сделать взнос в Госфонд соцстрахования. Для городских жителей это 2651 тенге, порядка $5, для сельских в 2 раза меньше. Это необходимо, потому что деньги выплачиваются не просто из кассы, они выплачиваются из Государственного фонда социального страхования. Это система социального страхования, и поэтому очень важно, чтобы вы один раз хоть там зарегистрировались, чтобы этот платеж можно было осуществить. Но у многих людей этих социальных отчислений нет. Для них тоже будет возможность получить 42 500. Внести сумму можно даже с помощью СМС. С баланса телефона спишется указанная сумма. После этого человек входит в число претендентов на госпомощь. Власти понимают, что эти выплаты захотят получить и те, кому помощь не нужна. Высказываются обоснованные опасения, что некоторые граждане, имея достаточные неофициальные доходы, все равно будут оформляться для получения этой выплаты. С подобной ситуацией мы, если помните, уже сталкивались. Но из-за отдельных, несознательных людей мы не можем ставить под удар сотни тысяч действительно нуждающихся сограждан. Однако подать саму заявку на ежемесячную помощь оказалось не так-то просто, как это обещали чиновники. Ни один из названных ресурсов сегодня так и не заработал. Проблемы возникли и в приложениях банков, с помощью которых люди пытаются сделать взнос в Госфонд. Приложение Каспий Банк не грузится. У всех так? Телеграм тоже не пашет. Перечисления работают, оплата социалки, налогов и так далее не пашут. Может, и не надо? Но это один из способов оплатить налог за апрель для тех, кто хочет получить эти 42 500. Власти анонсировали, что уже сегодня можно будет подать заявку на сайте электронного правительства и указать счет получателя. Заполнить такую же анкету можно не только на компьютере, но даже с телефона в специально созданном телеграм-боте. Однако и в других ресурсах есть сбой. Чтобы убедиться лично, мы тоже решили попробовать условно подать заявку, то есть проверить, работают ли сайты, с помощью которых люди могут получить те самые 42 000. Один из таких способов – это сайт электронного правительства. Я сейчас попробую войти в личный кабинет. Сайт не работает. Еще один способ – это телеграм-бот Егов.кз, но он, к сожалению, тоже зависает. Некоторые банки второго уровня, через чьи приложения люди пытаются сделать необходимые взносы, предположили, что такие сбои и в их системе, и на определенных сайтах произошли из-за большого наплыва пользователей. Надеются, все станет на свои места спустя некоторое время. Шолпан Оразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. К другим темам. Узбекистан запросил у Азиатского банка развития до $1 миллиарда на поддержку бюджета. Об этом сообщило Министерство инвестиций и внешней торговли страны. Как стало известно, заместитель премьер-министра Узбекистана Сардор Умурзаков провел в формате видеоконференции переговоры с президентом Азиатского банка. И, как отметил последний, для решения вопроса о выделении средств создана отдельная команда. На данный момент банк уже одобрил $200 миллионов помощи Узбекистану в виде грантов на медицинские нужды из-за коронавируса. А тем временем в Узбекистане гражданам старше 65 лет запретили выходить из дома. Решение приняла комиссия по борьбе с коронавирусом. Исключение сделано только для походов в магазины за продуктами и в аптеки вблизи от дома. Отмечу, что в Узбекистане число заразившихся 187 человек, 2 скончались. В Кыргызстане в разгар пандемии коронавируса депутаты настаивают на проведении референдума. Один из парламентариев считает, что сейчас самое время обсудить, в каком государстве хотят жить его граждане. На выбор предлагают 2 варианта – парламентская или президентская республика. Как отнеслись к этому люди, расскажет Дарья Тимофеева. Законопроект, появившийся на сайте парламента в День смеха 1 апреля, всерьез многие не восприняли. Сочли желание изменить государственный строй, когда вся страна на карантине, неудачной шуткой. Но инициатива оказалась самой настоящей. Сегодня ее автор объяснил свою позицию.
Это моя личная инициатива. Некоторые говорят, что я исполняю указ властей, но я никогда не исполняю ничьих указов. Я отправил законопроект в аппарат Жигарку Кенеша еще 19 марта, когда не было чрезвычайного положения. В аппарате на сайте парламента вывесили документ 1 апреля. Это мое депутатское мнение. Какие предложения внесут президент, правительство и Центр избирком, покажет время. Депутат считает, что народ впервые за годы независимости должен сам сказать, хочет он президентскую или парламентскую форму правления. Население такой заботы не оценило, и даже коллеги раскритиковали идею. Этот законопроект совершенно не своевременен и даже вреден для нас, для власти. Народ находится на грани существования, а мы предлагаем поиграть в демократические игры. У нас борьба за жизнь, а у депутатов борьба за власть и правление. Может, послать их куда подальше? Видимо, в списках партий власти появилось вакантное место. Юристы называют предложение преступным, в первую очередь с этической стороны. Кроме того, по закону вносить изменения в Конституцию, когда в стране режим ЧП, невозможно. Инициатор это учел, и всенародное голосование предлагает провести осенью. Я считаю, это свидетельство их безумия, их полного невладения ситуацией, свидетельство того, что они уже совершенно оторвались от общества. Под президентской они подразумевают там абсолютную власть президента. Они хотят сделать то, что сейчас де-факто, то, что президент действительно давлеет над всеми институтами власти, является, по сути, чуть ли не монархом. Они хотят это сделать де-юре. Законопроект вынесен на общественное обсуждение, но его проведение априори сейчас невозможно. При чрезвычайном положении люди крайне ограничены в передвижении. Другой момент – это траты на голосование. По подсчетам самих депутатов, референдум может обойтись в миллиард сомов, примерно в $13,5 миллионов. И это в то время, как прогнозируется отрицательный рост экономики. Судебная власть, законодательная власть, они подотчетны перед президентом, потому что они не являются независимыми органами. Президент беспокоится о том, чтобы как приумножить, как бы усилить свои полномочия, как бы усилить свое влияние. Вместо того, чтобы заботиться о том, как сделать страну процветающей, как победить коррупцию. Конституцию Кыргызстана с 1991 года меняли 9 раз. Рекордсменом в этом плане был первый президент Аскар Акаев, за что, по сути, и был свергнут. Позже его судьбу повторил Курманбек Бакиев. Третий президент Роза Отунбаева установила в стране парламентскую форму правления. Но ее последователь Алмазбек Атамбаев также решил переписать основной закон. При нем в 2016-м прошел последний референдум. Дарья Тимофеева, Тимур Тимаев. В настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек. Об этом законопроекте, о том, нужно ли Кыргызстану менять форму правления, поговорим с экспертом. С нами на прямой связи из Бишкека Клара Сааранкулова, бывшая судья Конституционной палаты Кыргызстана. Клара, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, считается, что Кыргызстан после 2016 года стал страной с парламентской формой правления. На ваш взгляд, есть ли смысл возвращаться к президентской? Я думаю, что в этом нет вообще никакого смысла. И вчера я в интервью говорила, что в целом эта форма правления – это вопрос риторический. И сегодня инициативу депутата Зулушева я воспринимаю вот как пословицу «нечего пенять на зеркало, коли рожа кривая». То есть то, что мы сегодня имеем очень слабый, как в профессиональном, так и в политическом плане парламент, это абсолютно не означает, что парламентская форма правления порочная, и она не подходит для кыргызов. Что вы вообще думаете об этой инициативе? Например, уместно ли это предложение в момент, когда во всем мире бушует пандемия коронавируса? Это предложение, эта инициатива неуместна, во-первых, в данной ситуации. Здесь уже понятно, да, что государство должно быть мобилизовано именно на борьбу с коронавирусом. И здесь очень важно доверие общества к государству. А такие инициативы, они подрывают это доверие, потому что вчера, например, если вы заметили, в соцсетях была очень негативная информация, и то, что сегодня Зулушев говорит, что это была его собственная инициатива, она не была согласована с Белым домом, общество этому не верит. И все воспринимают это так, что идет попытка узурпации власти и усиления позиции президента Джеймбекова. Поэтому, если действительно Зулушев не согласовывал свою позицию с аппаратом президента и самим главой государства, то в этом деле он, конечно, подложил ему собаку. Скажите, в целом состоялся ли Кыргызстан как парламентская республика, на ваш взгляд? Потому что, несмотря на то, что у главы государства отобрали формально большую часть полномочий, президент по-прежнему играет ведущую роль в Кыргызстане.
Мы сегодня не можем говорить о том, что у нас парламентская республика состоялась, но процессы идут, и сегодня еще рано делать выводы. Проблема же заключается не в том, что есть модель, да, есть конституционная модель, и она вполне подходит под парламентскую форму правления, но когда эта модель заполняется реальными людьми, она начинает искажаться, она начинает деградировать и деформироваться. Поэтому если бы мы сейчас имели хотя бы на 30% сильных депутатов, независимых сильных депутатов, то сегодня уже налицо были бы видны преимущества парламентской формы правления, потому что дело не в нормах и дело не в формах, а дело именно в содержании. Вот в этом плане содержание у нас очень сильно страдает. А если говорить об идеальном содержании, то, по вашему мнению, какая форма правления больше всего подойдет Кыргызстану? Я предпочитаю парламентскую форму правления, потому что сейчас, когда мы видим вот эту вот клановость, любое усиление авторитаризма, оно может опять нас отбросить на несколько лет назад, как в социальном, так и в экономическом развитии. И тем более, что мы все это проходили, и мы видели, что глава государства, президент, который имеет неограниченные полномочия, он, как правило, не может совладать с своими аппетитами, интересами и при этом не может оградить себя от влияния семьи или клана. Поэтому здесь есть очень большая опасность. Я считаю, ни в коем случае нельзя возвращаться к тому пути, к той модели, которую мы прошли и которая очень плохо отразилась на нашем развитии. Спасибо большое. На прямой связи Клара Сааранкулова, бывшая судья Конституционной палаты Кыргызстана. К другим темам. Сенатор США Бен Сасс обвинил Коммунистическую партию Китая во лжи и распространении пропаганды на тему коронавируса. Цитирую: «Утверждение, что в США больше смертей, чем в Китае, является ложным», так считает республиканец. Бен Сасс, член постоянного комитета по разведке в Сенате США. Перед его заявлением агентство Bloomberg рассказывало, что Белому дому представили секретный доклад спецслужб. По данным журналистов Bloomberg, авторы документа делают вывод, что официальные данные Китая о количестве заразившихся и о количестве умерших от коронавируса сфальсифицированы. Но источники Bloomberg не предоставили дополнительной информации об этом докладе. Не высказывая мнения по поводу какой-либо секретной информации, совершенно очевидно, Коммунистическая партия Китая лгала, лжет и будет продолжать лгать о коронавирусе для защиты режима. Сасс сказал также, что Всемирной организации здравоохранения, независимым журналистам и американским эпидемиологам, это цитата, которые собираются победить ужасный вирус, всем им не следует воспринимать всерьез пропаганду Китая. Власти Кыргызстана сообщают, что в стране 5 человек вылечились от коронавирусной инфекции. Сколько еще граждан вылечились, находясь за рубежом, неизвестно, но с одним из таких людей нам удалось поговорить. Сегодня кыргызстанец Эльдос Аразабеков учился в Испании и учится там до сих пор. В середине марта у него диагностировали коронавирус. Молодой человек признает, что заражение случилось из-за недостаточно серьезного отношения к угрозе. Давайте посмотрим фрагменты нашей беседы. Мы не обращали внимания на то, что здесь этот вирус может очень быстро распространиться. Из-за этого мы продолжали встречаться с друзьями, мы продолжали быть в общественных местах. Я понял то, что болезнь, потому что я читал в Инстаграме о симптомах, очень много дезинформации, правильно, как вы сказали. Но температура – это реальный симптом. Во-первых, у меня была температура 37, она дошла до 38, мне стало очень плохо, у меня очень была сильная усталость. Был сухой кашель, как и говорится везде, была пневмония, но это уже было после температуры. Получается, когда вы дышите, тяжеловато немного дышать, и немного боль в груди присутствует. Это все есть. Еще есть один симптом, который присутствует у всех моих друзей, которые тоже заболели коронавирусом, это отсутствие вкусовых ощущений. Например, что бы вы ни кушали, это все чувствуется как вода. Чтобы добраться до больницы, Эльдос был вынужден обратиться за помощью к друзьям. Они также заболели коронавирусом, но симптомы и болезни, они у всех были разные. Люди говорят в интернете, что молодые реже болеют. Это неправда. Молодые болеют точно так же, как и взрослые, как и пожилые, как и дети. Например, у меня это длилось 4 дня, в общем счете, плюс отсутствие вкусовых ощущений это еще где-то 4 дня, в общем примерно 8 дней. Мне, наверное, повезло, потому что я не курю, стараюсь соблюдать здоровый образ жизни, и, наверное, из-за этого выработался какой-то иммунитет к болезням, из-за этого я легко перенес. Например, тот друг, который у меня заболел, который живет рядом со мной, ему 27.
Он, получается, курит, ему 27. В принципе, молодой парень, но он эту болезнь реально переносит очень сложно. У него была очень долгая температура, у него все еще, как я сказал, отсутствуют вкусовые ощущения. Уже после выздоровления Ильдос пытался вернуться на родину, но пока что это сделать невозможно. На данный момент кыргызское правительство, наше правительство, игнорирует наши запросы на получение визы, на то, что мы хотим вылететь в нашу страну. Отвечая на ваш вопрос, я очень хочу вылететь в свою страну на данный момент, но у меня нет никакой возможности, потому что испанская полиция, испанская иммиграционная служба на данный момент закрыта по поводу карантина. И я не могу получить свою карточку резидента, чтобы вылететь. Даже если я, например, смогу вылететь, я не могу обратно прилететь. И в этом проблема. И еще одна тема. 200 граждан Таджикистана, которых российские ОМОНовцы ранее выгнали из аэропорта Домодедово, смогли найти временное пристанище. Но теперь они не могут продлить свои документы, которые разрешают им находиться на территории России. А значит, в итоге они могут оказаться в центре временного содержания иностранных граждан. О 200 таджикских мигрантов, на 2 недели застрявших в московском аэропорту Домодедово, не было известно в течение 2 суток. О том, где они сейчас живут и как, рассказал один из мигрантов. Он записал видео и отправил в редакцию «Радио Свобода». Некоторые горе-блогеры в соцсетях писали, что консульство Таджикистана нас разместило в гостинице. Это все неправда. По воле Бога к нам на помощь пришел наш соотечественник-бизнесмен. Мы живем вот в этом коттедже. Вот сумки, ребят, нас тут примерно 50 человек. По словам автора видео, другую часть не улетевших на родину мигрантов, а их больше сотни, разместили в других домах. Помимо жилья, добродетели обеспечивают своих земляков питанием. Живущие здесь ребята ни один не болеет. Они сыты, одеты, никаких проблем у них нет. Мигранты недовольны тем, как дипломаты Таджикистана в России отреагировали на их проблему. Они утверждают, что за последние 2 недели представители посольства посетили их всего несколько раз и не приложили никаких усилий, чтобы урегулировать ситуацию с российским авиаперевозчиком. Государство должно переживать за этих граждан. Государство должно задумываться, почему эти люди с билетами на руках неделями спали на холодном полу. Тем временем за временное размещение таджикистанцев в своем коттедже местные полицейские в отношении собственника уже составили протокол. Правда, самих мигрантов пока не привлекли к ответственности. По мнению правозащитников, застрявшим не по своей воле мигрантам необходимо продлить свои документы. Если у вас документы просрочили, за это могут привлечь к административной ответственности, что может привести к закрытию выезда от 3 лет до 10 лет. Поэтому прошу вас, где вы живете вместе с хозяином квартиры, можете подойти в любое ближайшее управление по вопросам миграции и зарегистрироваться на 90 дней. От вас ничего не требуется, там вы сдадите отпечатки пальцев, вас фотографируют и вас спокойно регистрируют на 90 дней бесплатно. Через несколько часов после этого интервью правозащитник Каримджон Йоров сообщил, что московский многофункциональный центр, где продлевают мигрантам документы, закрыт на карантин. Как теперь несчастным мигрантам-таджикистанцам легализовать свой статус до открытия авиасообщения со своей страной, неизвестно. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать сегодня. Спасибо, что смотрите телеканал «Настоящее время». Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Это село Кулига, мы в Удмуртии, а это двор местной больницы. И этот выпуск будет про коронавирус. Потому что нам кажется важным показать работу именно вот таких вот обычных врачей рядовых в сельских больницах, поликлиниках. Герой этого выпуска – Надежда Петровна Касаткина. Мы с ней провели один рабочий день, съездили на один вызов к пациенту, у которого были такие близкие к коронавирусу симптомы. Все остальное она расскажет сама. Для нас ничего не меняется, мы как работали, так и работаем. А остальное время покажет. Среди гор и долин штата Оахака, на высоте 1200 метров над уровнем моря, среди буйной зелени джунглей, живет Лус Мария Флорес Мерино. Здесь живет община индейцев Трики, которые веками боролись, защищая свои земли и природные ресурсы. В 6 утра Лус Мария, ее младший брат и сестра выходят из дома. Им предстоит 2 часа